Первая утка добыта. С полем. Спасибо, дедушка Баринай. Издалека взял. Вот отсюда. Метров 70 точно есть. О, сайга, говорят, не для охоты. Вот сами посмотрите. Вот добыта утка. Отлично. Уже глубоко стало. Оп. Главное, в такую холодную прохладную погоду в воду не упасть. Думал, лодкой буду подойти, добрать. Нет, пешком смог добраться. Вот добрал. Хорошая жирная утка. Шилохвость. Вот тут сидел один. Подкрался по берегу, да, потому что вот тут трава есть. И, ну, рискнул. Далековато было. Метров 70-75 где-то. И, ну, ружье достает, оказывается. У меня тут насадка стоит. Полячок. Вот это. Самый полный чок стоит почти у меня. 0,78 где-то. 0,70. 0,80 где-то стоит. Прям там купаются и что-то там кушают. Ворона. Уток нету совсем. Ни одной утки нету тут. Коровы пасутся. Ходят сами по себе дикарем. Вот там тоже ходит. Смотрите, сколько уток. Высоко. Вот некоторые вот это.
стоит мотоцикл. Думаю, тут люди есть. А никого нету тут. Вот рюкзак, мотоцикл. Вот кухонные принадлежности есть. Там нож лежит. Самого человека нет. Вот. Погода опять испортилась. Дождь. Вот видно, ливень. Очень странно, как я мог промазать так. Короче, вчера прикрепил новую боковую планку и к нему же коллиматор, да? До этого я ходил с другой планкой, вот таким. У него вот сбоку тоже была планка, ну, вивера. Я его не обстрелял еще. Один раз выстрелил, думал нормально, короче. И вот сами увидели, да? Хорошо подошел. Но, блин, мне кажется, это из-за планки связано. Ну ладно, короче, надо пристрелку сделать. Здоровая избушка. Это я снова пришел. Ну вот, поставил канистру, старую канистру нашел. И вот жестяной, ну и железный лист металлический. Сейчас отсюда сделаю замер. И на расстоянии оттуда где-то шагов 50 я попробую именно вот селиться вот в центр этой канистры и стрелять. Вот одна тут. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, восьмая
9 и все. Тут есть, да, кажется, 10. И вот смотрите, вот такой особь, огромный особь. Вот. Вообще вверх берет, оказывается. Вот отсюда, смотрите. Вот. И самая верхняя вот это. Вот тут тоже есть. Вот. Это плохо на самом деле. Поэтому надо, кажется, снизить вниз, прикрутить коллиматор. Вот и наступил вечер. Сейчас собираюсь поужинать. Опять погода ухудшается. Дождь был. И снова, кажется, опять дождь сейчас пойдет, потому что тучи навесли. Темные тучи. На самом деле сейчас еще рано. Солнышко должно светить. Но по погоде вообще не вариант. Я не знаю, выйду я ли на вечерку, не знаю. Очень сомневаюсь. Лучше хорошенько покушать, наверное. И завтра с утра идти на ходовую охоту. Что касается ружья, я пристрелку, сделал, не знаю, короче. Я настройку избил всю, думал, что вертикаль настраиваю, оказалось, что это горизонталь, поэтому, не знаю, более-менее нормально стало. Посмотрим на охоте, как там поведет себя. Тем более сейчас уже вечереет, я торопился. Нормально не настроил, честно признаюсь. Все же решено выйти к уткам на вечернюю зорьку. Время где-то 8 часов вечера, уже темнеет. Я растопил печку, чтобы после охоты возвращаться в теплую избушку. У меня ноги замерзли немножко, потому что очень холодно, блин. Ветрено, все дует. Вот. Я постою немножко. Здесь же, да, вот на этом озере. И, если уток не будет, или их мало будет, я выйду. Сижу на берегу озера, тут уже вовсю утки летают. Вечерняя зорька началась. Далековато. Представляете? Где-то 100 штук где-то. Стайка связей. Выхожу в избушку. Вечерка была неудачная, не состоялась. Очень холодно, ветрено, сильно замерз, ноги вообще замерзли. Вот поэтому раньше вышел в избушку. В соседних озерах, вдалеке, не в соседних, а километров там 4-5 выстрелы были слышно. Тут рядом есть хорошие озера других деревень, наслегов по-якутски. Вот там они стреляли. Есть село Далыр, вот там стреляли. Трудовой есть участок маленький, там тоже стреляли. И вот напротив есть село Меик, и там тоже вот несколько выстрелов было. Сейчас еще буду топить печку и буду спать. Выпил чай, растопил печку.
избушке стало очень тепло и уже клонит сон. Очень уставший. Завтра по плану обойти вот эти ближайшие озера. Поблизости есть несколько огромных, хороших озер есть. Вот. И вот это озеро тоже посмотрю с утра. Время где-то сейчас 9 вечера, очень рано. Обычно я засыпаю после полуночи. А сегодня будет исключение. Часов где-то 10, наверное, усну. Покопаюсь в телефоне, посмотрю сообщения. Потом усну. Тут очень тихо, никого нету рядом. Даже собаки нету. Два или 3 года назад я тут приходил. Это 2019 год, с 2019 года я тут прихожу. Весной и осенью. Сколько лет прошло? 5 лет прошло уже. Была у меня собака. Сначала черная собака у меня была. А тогда я начал туда приходить. Его звали Солджут. Солджут у него. Хорошая собака была, сильная собака была. Тоже иногда ходила по уткам. Бестолковая собака была. Постоянно пропадал там. Дрался с собаками. На охоту. Иногда доставал утку из воды, иногда нет. По этому случаю по-разному. Если вода холодная, он не заходит на воду, и так далее. Зависит от его настроения. Потом эта собака пропала без вести. И спустя год мы купили новую собаку. Это тоже восточно-сибирская лайка. Назвали его Султан. Султаном ее назвали. У нас в детстве была такая собака, и тоже звали Султан. Был похож на него, поэтому родители дали название, кличку Султан, Султан. Все собаки у нас называем Султаном в нашей семье. Собака была, как сказать, нормальная собака была. Ходила именно по белкам ходила, то есть по уткам. Утку доставала. Только в некоторых случаях, когда вода именно ледяная, когда он уставший, он отказывался заходить. А так в основном, да, он доставал утку. Вот. По белкам, да, он белок лаял. Был хорошим охранником, да. Никого не подпускал дома. Хорошая собака, да, блин. 1,5 года назад его собаки загрызли. И он скончался. Вот. С тех пор у нас собаки нету. И в последнее время что-то собаки стали друг друга постоянно грызть. Именно во время собачьей свадьбы, да? Собаки массово умирают. Молодых собак грызут, друг друга убивают. Раньше такого не было же. В моем детстве я помню, да, моя деревня очень маленькая деревня. И первая именно собака, да, именно завитым хвостом, да, лайка, была у нас, пришла к нам же, именно с района. Все собаки были, у нас аборигенные якутские лайки были. Я сам не знал, вообще мы как-то, имея такую ценную породу, да, мы не ценили то, что имеем. Вот якутская аборигенная лайка, она культивировалась вообще с тысячелетиями же, сотнями лет. Очень хорошая порода. Сейчас именно якутскую таежную лайку ищу. Вот это восточно-сибирская, западно-сибирская, они
слишком активные, агрессивные. И как-то ну, не подходит для меня. Вот якутскую лайку, либо помеси, да, лабрадора с какой-нибудь, не знаю, лайкой. Я купил, наверное. Но если будет выбор, да, именно выбрать там лабрадор, там восточно-сибирская лайка, либо якутская таежная лайка, аборигенная лайка, я обязательно выберу именно якутскую породу. Они спокойные, неприхотливые, слушаются человека. Вот такие, ну, самая именно вот единственная порода, которая подходит в условиях Якутии, я считаю, это именно якутская лайка. Остальные, они по характеру, ну, не то, мне кажется. Наверное, я говорю так, потому что у нас у нас и у наших родственников были лайки, восточно-сибирские лайки, именно породистые, да. Они слишком активные. Выходишь в тайгу, на охоту, да, и их не видишь, короче, они пропадают. Где-то там далеко, там километров 2-3, они лают. Подходишь, а его уже нету, короче. Это во время охоты на белок осенью. Потом снова где-то далеко там лает. Идешь к нему, а его уже нет, он уже ушел, короче, оттуда. Либо идешь на охоту на уток, там вообще безмозглые же они. Заходят в воду, всех там уток там поднимают. Не то, короче. Ну, может быть, мы сами не умеем воспитывать собаку. От воспитания тоже очень много зависит. Но генетику-то не обманешь все равно. Вот наступило утро. Часов 7 утра. Очень холодно. Вышел на улицу. Посмотрел. Там все покрыто инеем. Ночью были заморозки. То в избушке было прохладно. Ну, спал нормально, крепко спал. Благо тут одеяло, ну, плотные. Тепло было, на самом деле. Печку не топил. Бросил туда, ну, чурку круглую. Оно горело всю ночь. Подморозило сильно. Питаются. Трое. Шелохвости. Заморозки были сильнее. Все покрылось инеем.
есть. Черка взял. А вот там сидели, оказывается. Я не видел их. Да. Одного взял. Далековато было, конечно. Но взял. Нормально. А, блин, тут еще сидели. Забрал обоих уток, оба попали. Вот попадание в голову обоих. Погода прохладная, облачно. Сейчас вскипячу воду, заварю чай и поеду в ближайшие озера. Вот там есть озера, там есть озера. Вот буду ходить весь день, охотиться. Если будут хорошие кадры, постараюсь вам показать. Вот моя избушка. Ну, не то, что моя. Избушка, где я ночевал. Хозяин другой. Вот. Утро очень тихое, ветра нету. Спокойное, хорошее утро. Ну все, убрался. Пол подметил. Сейчас надо идти. Все вещи собрал, лодку упаковал. Сейчас заведу мотоцикл и пойду охотиться. Стол протер. Вот дрова подготовил, чтобы если люди будут приходить, они быстро согрелись.
Вот избушка хорошая. Тут постоянно бываю. Еще раз приду когда-нибудь. Вот, до скорой встречи, избушка. Я иду дальше. Блин. Как я сидел, оказывается. Достал чарук, жирная утка. Тут столько уток сидело, вот летают. Да ладно, блин, вот села. У меня оружие вот там стоит. Ёлки-палки. Утки какие-то пуганые все стали. Как увидят, сразу влетают. Шансов вообще мало. Тут, ну, больше 100, где-то штук 300 как-то точно сидело. И все на середине озера сидят. К берегу вообще прижимаются.
Сейчас еще дальше пойду, а вдруг там неудача улыбнется, и я добуду наконец-то. Сегодня за один день, ну за утро 3 черка всего лишь. Вчера одного щела в хвосте. Ну это мало. В прошлый раз мы с другом тут 32 штуки добыли. Одного попал. Черки сидели. Из 3 добыл только у одного, двоих подранил и не смог найти. Там трава, заросли, мох. Короче, ну и с нами они не сильно подранены, мне кажется. Энергичные были. Обеих увидел, но не смог поймать, потому что они бегают по траве там. Прячутся, игры, кошки-мышки, короче. Я устал их искать, не смог найти, не смог поймать, поэтому только вот одна. Немножко отдохнул от суеты, ночевал в избушке, ну, доволен охотой. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пока.